Помимо зрения, человек еще получает информацию с помощью слуха, обоняния, осязания, да? Магомед Евлоев – преподаватель информатики. До участия в программе «Земский учитель» работал в гимназии в Али-Юрте. Теперь помогает осваивать школьную программу сунжинским учащимся. Сегодня по плану третьеклашки знакомятся с понятием «информация». Ты этот цветок или гриб видишь впервые. Также визуально ты осматриваешь и получаешь для себя новую информацию. Это то, что ты раньше не видел. Третьеклассники информатику начали изучать только в этом году. Для них все в новинку. Но любовь учеников Магомеду Беслановичу удалось завоевать всего за пару месяцев. Мне очень нравится мой новый учитель. И мне нравится урок информатики не то, что тут компьютер, а то, что тут можно что-то новое узнавать. Это новый урок, и тут не все, ты знаешь, ты не можешь все запомнить. Тут надо учить и запоминать, чтобы хорошо знать информатику. Провели урок информатики. Сегодня у нас был новый учитель. И мне понравился этот урок. Мы сегодня объясняли тему человека и информации. Сначала был техникум, после работы в сфере информационных технологий. В один момент Магомед Евлоев решил, ему есть чем поделиться и со школьниками. О конкурсе «Земский учитель» узнал от своей коллеги. Успел сдать все необходимые документы в последний день. И вот удачи, педагог успешно прошел отбор. Условия есть, дети хорошие. Дети, в принципе, дети, они везде одинаковые. А так работать мне нравится. Главное, чтобы условия были, а условия здесь соответствуют. Есть техника, компьютеры. В этой школе я преподаю 18 часов, классы у меня с 3 по 11. Не просто предоставляется рабочее место и 18 часов. Это еще денежный гонорар, который они выдают, который мы уже получили, которую я планирую и частично уже потратил на улучшение жилищных условий, как и собирался. Как признается сам педагог, общий язык с коллегами он нашел сразу. Коллективом и условиями доволен. Теперь в Сунжинской первой школе снова 2 учителя информатики. В школу пришел такой грамотный, знающий свое дело педагог. Магомеда мы знаем только с хорошей стороны. Пытаемся работать совместно. У нас идет деление, у нас есть классы, которые делятся. Полгруппы у него, полгруппы у меня. И помогаем друг другу, когда что-то непонятно, не знаем. Решить кадровую проблему в селах и небольших городах. В прошлом году из 20 претендентов конкурсный отбор прошли только 7 человек вместе с Магомедом. Привлечь учителей для работы в селах и малых городах. По результатам отбора победитель получает единовременную выплату в 1 миллион рублей. Поучаствовать в программе может каждый, кто соответствует профессиональным стандартам, а это возраст от 18 до 55 лет, среднее или высшее профессиональное образование и готовность работать на селе 5 лет. Прием заявок по программе на 2022 уже стартовал. Главная задача не только закрыть вакансии, но и повысить качество образования, привнести новые идеи в образовательный процесс. В этом году у нас, как и в прошлом, объявлено 7 вакансий. Среди них учителя русского языка, учителя физики, географии, педагоги дополнительного образования. В соответствии с положением о земском учителе у нас есть определенные требования, где им нужно набрать необходимое количество баллов. И те преподаватели, которые наберут необходимое количество баллов, они и проходят. Заявки на участие в программе можно подать как лично в региональные отделы образования, так и в электронном виде. Документы принимают на сайте «Земский учитель». Тамара Хашагульгова, Магомед Даскиев, Новости 24.